18 января 1951 года, 70 лет назад, родился сын туркменской земли, патриот своей родины, ее культуры и народа Гильды Кяризов. В день рождения Гильды поздравляют его соратники, коллеги, друзья и близкие. Гильды проделал такой путь, из них половина жизни, пока мы жили вместе, это все на моих глазах было. То, что ты сегодня сидишь здесь, я считаю, что большая заслуга. Во-первых, невероятный интеллект человека. Я поняла, вот то, что он говорит, это, наверное, истина в последней инстанции. И я думаю, что он, во-первых, один из лучших специалистов, не только в Туркмении, но и во всем мире. Конечно же, хочу пожелать, чтобы вы всегда оставались таким энергичным, активным, интересующимся человеком, который в своей жизни постоянно что-то создает, что-то созидает, учит, передает свой опыт и знания. За это вам огромная благодарность. На его жизненном пути было немало испытаний. Он всю свою жизнь боролся и борется за право туркменского народа гордиться своими историко-культурными, материальными и нематериальными ценностями, имеющих мировое значение и признание. В середине 80-х, именно благодаря борьбе Гильды за сохранение ахалтекинской породы лошадей, был принят закон о запрете сдачи ахалтекинских лошадей на мясо. В 1999 году лошадь, созданная Гильды, Янардак, выиграла чемпионат мира, а с 2000 года изображение Янардага размещено и находится в центре герба Туркменистана. За выдающуюся работу и достижения Гильды был удостоен медали за любовь к Отечеству, медалей Гайрат и ордена за любовь к Отечеству. Даже будучи оклеветанным диктатурой Харамбаши Ниязова и незаконно осужденным на 6 лет заключения в зоне общего режима, Гильды был и остается единственным отраслевым руководителем, который после увольнения с должности и осуждения на заключение не был лишен правительственных наград, медалей и орденов. Всю жизнь Гильды борется с несправедливостью, нарушением прав и свобод туркменского народа. Несмотря на все испытания, Гильды продолжает свою борьбу против преступлений диктатуры, уничтожения историко-культурного наследия страны и порабощения туркменского народа. Гильды проделал такой путь, из них половина жизни, пока мы жили вместе, это все на моих глазах было. Пока я не уехал в Москву после 10 класса в Авгик, мы в одном дворе жили. Всегда были алабаи у Гели, всегда были алабаи, и всегда он убегал на ипподром. Всегда, сколько я помню. Мы дружили, пацаны в футбол играли, все, но главное, Геля бежит на ипподром, и всегда во дворе там топчанка наша любимая, всегда была алабая. Геля, это на всю жизнь запомнилось. Запомнилось, как соседи любили алабай, да, а у нас интернациональный двор, это там работники ЦК жили, такой, Карл Маркс 10, сейчас там дворец президента стоит. В принципе, как мне моя покойная мама говорила, вы родились там, где теперь трон президента стоит. Вот. И, Геля, конечно, твоя жизнь, она естественным образом пришла к тому, что, во-первых, ты всемирно известный человек, да? Таких коневодов, таких знатоков ахалтекинцев, и не только, и Тазы, и Алабаев, это все Киризов. Я думаю, в мире нету. Он же был президентом Всемирной ассоциации. Но я начну с того, что на сегодняшний день, я уверен, в мире осталось 2 человека, которые знакомы. То есть других людей нет. 69,5 лет я знаю Гильды. 69,5. Знаете почему? Геля, я его Геля зову, извините, он для меня всегда был Геля. Геля родился, а ты Мурик, да. Геля родился в январе 51 года, а я в июле 51 года, то есть через полгода, да.
Мы-то родились с ним на улице Карла Маркса, дом 10, он в квартире 2, я в квартире 6. Понимаете? И поэтому, наверное, в мире уже нет столько вот близко, да какой близко, мы с ним родились вместе с полгода разницей, выросли в этом дворе, и он, и сестра, и братья, и я, и мой брат, и его родители, дядь Курба, тетя Оля, моя мама. Мы выросли в одном дворе, в одной школе. И вот я считаю, что, слава Богу, слава Аллаху, что вот прошло 70 лет, Геля, родной. Вот ты сидишь рядом с Юлей, там, далеко, в Чехии, я здесь, в Москве. Мамед то ли в Анкаре, то ли в Москве, я уже не понимаю, где он. И мы вот друг перед другом. Друг перед другом. И я тебя хочу поздравить. Твоих детей прекрасно знаю. И Дауд, и София. В общем, мы такие близкие, ребят, но в этот момент, считай, что сегодня 18 января 2021 года, пандемия чуть-чуть отступает, надеюсь. Я хочу, вот я приготовил, я вот бокал хочу поднять, Геля. Геля, родной мой, за тебя. Ты красавец, настоящий Ахалтеке, настоящий мужик, настоящий туркмен. Рядом сидит твоя любимая Юля. Мы с Аней, мы тебя поздравляем. Я тебя от души поздравляю. Я тебя очень люблю. Столько лет, 70 лет вместе, это что-то значит. За тебя. Юля, я считаю, вот после нас она подняла этот флаг и пошла вперед. То, что ты сегодня сидишь здесь, я считаю, что большая заслуга ее, Юля. Я со стороны все время восторгался тобой и восторгаюсь, и желаю тебе крепкого, большого здоровья. Юль, ты молодец. Да. Потому что... Да, она декабристка, она шла до конца. Я помню, когда ты еще там был, мы в Москве тут кое-какие вопросы решали. И благодаря ей ты, вот ей благодаря. Вот если мы будем снимать новый фильм, то мы снимем про тебя теперь, понимаешь? Да. А через тебя мы покажем опять Туркмению. Вот что. Потому что так связать судьбу, и очень тяжелая судьба. И молодец, Юля, молодец. Я преклоняюсь перед тобой. Гельды, во-первых, Юля хорошо сказала. Давай мы тебя поздравим, во-первых, с наступающими. Пока еще рано, конечно, но когда эта дата подойдет, даже если ты будешь далеко, мы все равно будем чувствовать, что мы рядом. Я думаю, что это же телефон, это же интернет даст нам возможность услышать друг друга, поздравить, пожелать много-много здоровья, особенно сейчас. Да. И переходя к нашему вопросу, я всегда поражался у Юлии Гельды, то, что он мог говорить и захватывать все чужие мысли. Вот я что-то сейчас сидел и вынашивал в голове, не сегодня, еще вчера, а он сейчас все это проскочил уже. Вы знаете, что такое эпоха? Вот я все время думал, эпоха – это время какое-то время, которое какими-то определенными сроками определяется. А наша эпоха была, она коротенькая в Туркмении. Вот это наше, то, что мы вытворили тогда, то, что получилось. И самое удивительное в этой эпохе, что в этой эпохе приняли участие все в ней. И враги, и друзья, и сочувствующие нам. Все почему-то вдруг встали на ноги. Видно, всем хотелось вот этого свободного воздуха. Господину Гельды Киаризову. Дорогой господин Гельды Киаризов, для меня большая честь и удовольствие поздравить вас с знаменательным юбилеем, 70-летием со дня вашего рождения. 70 лет для человека – прекрасный повод, чтобы подвести некоторые итоги прожитой жизни. Чем дальше уносит меня время от пережитых событий, тем отчетливее в памяти моей всплывают поступки и дела моих туркменских знакомых и друзей. В определенном смысле жизнь человека – это не прожитые годы,
а мгновения, которые ему запомнились. Навсегда запечатлелся в моем сознании один эпизод. Первый президент независимого Туркменистана Сапар Мурат Ниязов вручал государственные награды особо отличившимся гражданам страны. Руководители дипломатических миссий, аккредитованные в Туркменистане, присутствовали на церемонии. Мне бросилось в глаза, что не все награжденные сумели удержаться от проявления халуйства и даже раболепия к лидеру государства, которое, к сожалению, кое-кем активно культивировалось. И каким контрастом выглядел на этом фоне момент вручения вам, уважаемой гильды, ордена за любовь к Отечеству. Под впечатлением увиденного я счел возможным выразить вам свое глубокое уважение, сказав при встрече: да, мы, дипломаты, видели, как проходило награждение, но с каким достоинством вы принимали награду. Ведь достоинство воплощает собой одно из ценнейших и совокупных моральных качеств человеческой личности, которое характеризует его самооценку и неизменно вызывает глубокое уважение к нему других людей. Когда хотят отметить высокие нравственные черты человека, не случайно говорят: этот человек имеет чувство собственного достоинства. Оно мотивирует его на поступки, которые люди тоже называют достойными. Жизнь преподнесла лично вам, уважаемой гильды, суровые испытания. И это глубинное качество вашего характера помогло вам с достоинством справиться со всеми невзгодами и вызовами. Разве это не заслуживает высокого уважения к вам? Безусловно, да. Именно это чувство двигало вами, когда вы, вопреки сложившимся обстоятельствам, сыграли ключевую роль в восстановлении поголовья ахалцикинских лошадей, сегодня ставших символом независимого Туркменистана. Чувство собственного достоинства, по моим наблюдениям, является основой национального характера туркмена, его свободолюбия и независимости. Оно помогало туркменам одолевать все исторические перипетии и справляться с жестокими превратностями судьбы. Смелость, с которой вы выступаете сегодня в ваших интервью против современного обскурантизма и мракобесия, является свидетельством того, что вас не сломали никакие физические и нравственные издевательства. Насколько мне известно, вами и сегодня движет чувство собственного достоинства, как и чувство любви, когда вы ратуете за процветание вашей Родины, за то единство, о котором так проникновенно писал замечательный туркменский поэт Италмас Нурыев. Любите этот сад, однако на грядки, на части его не делите на листья и цветы, на ветви и отростки его не делите. И далее Италмас, призывая любить Родину целиком, пишет: и лишь зная, что такая любовь, настоящая любовь, поселилась в ваших сердцах, был бы я всегда за вас спокоен и гордился бы вечно вами. Своеобразным поэтическим контрапунктом к этим словам звучит призыв Ата Атаджанова, другого вашего выдающегося соотечественника: пусть твое сердце всех людей вместит. Мир тесен лишь тому, в чьем сердце тесно. Мне всегда было приятно неформальное дружеское общение с вами, во время которого раскрывались ваши благородные душевные качества, доброта, искренность, товарищеское взаимопонимание и тонкий юмор. Позвольте, уважаемый господин Гильды Кяризов, пожелать вам крепкого здоровья и многих лет плодотворной работы во имя Туркменистана и по укреплению традиционной дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией. Искренне ваш Анатолий Щелкунов, посол России в Туркменистане с 1997 года по 2002 год, член Союза писателей России, почетный гражданин города Варна, Болгария. Я знаю Гильды с 80-го года. И знаю его как замечательного человека, во-первых, и настоящего конника, который всю жизнь любил лошадь ахалтекинскую,
интересовался ей. И когда у него появилась возможность заниматься ахалтекинским коневодством, он начал заниматься, и причем именно чистокровным ахалтекинским коневодством. Оказался прекрасным селекционером. Я помню первую ахалтекинскую чистокровную кобылу Пудру. Помню, с какой гордостью Гильды ее демонстрировал. И действительно, кобыла была хороша по себе. Я помню его как энтузиаста пробегов, энтузиаста скачек, вообще энтузиаста ахалтекинской лошади. Я очень благодарен ему за то, что он помог в свое время привести в Ставропольский конный завод жеребца Галкада. Он один из тех людей для меня сейчас, с которым интересно говорить об ахалтекинской лошади. На самом деле круг людей, с которым интересно говорить о лошади ахалтекинской, довольно узок, несмотря на то, что людей, которые вроде бы занимаются ахалтекинскими лошадьми, становится все больше и больше. И вот человек, мнение которого мне очень интересно, и с которым вообще говорить очень интересно, это, конечно, мой друг Гильды. Вот взять и у каждого человека все равно это его жизнь, и он посвятил этому все свои, даже такие самые такие годы. И не просто посвятил, годы. Да, он просто отдавал всю свою жизнь, всю свою энергию именно ахалтекинским лошадям. Роль и значение его в развитии ахалтекинского конезаводства в истории и еще в борьбе с метизацией. Я думаю, он не жалеет, что он отдал свои лучшие годы ахалтекинской лошади. И с удовольствием он бы и продолжал бы отдавать эти годы. Во-первых, Гильды один из немногих людей, которые глубоко понимают ахалтекинскую лошадь. Он с детства бывал на ипподроме, смотрел на лошадей. И смотрел не просто, можно смотреть и ничего не видеть, а он впитывал и культуру древнюю туркменскую конозаводства, и культуру европейскую конозаводства. И я думаю, что он, во-первых, один из лучших специалистов, и не только в Туркмении, но и во всем мире. И, насколько я знаю, в первую очередь его всегда интересовала лошадь чистокровная ахалтекинская. И еще до того, как он работал в Туркмен-Атлары, он старался бороться сколько мог с метизацией. Старался, во-первых, чтобы у него были чистокровные ахалтекинские лошади, и старался сделать все, чтобы эта полукровная лошадь не присутствовал под маркой чистокровного ахалтекинца в Туркмении. И насколько я знаю, когда у него получилась возможность влиять на эту ситуацию непосредственно, то он приложил все силы для того, чтобы ахалтекинская лошадь Туркменистана была и оставалась чистокровной ахалтекинской. Если говорить о нем как о назаводчике, я скажу, что, значит, кроме знаний ахалтекинской лошади, Гильды очень талантливый конозаводчик. Он сумел вывести таких прекрасных лошадей, как Перенли, как Янардак, как Аркадаш и масса других прекрасных лошадей, которые обязаны своим происхождением ему как конозаводчику. Я, во-первых, хочу его поздравить с юбилеем. Хочу пожелать прежде всего крепкого здоровья, Гильды, тебе, твоим родным и близким, которых, я знаю, ты очень любишь. Хочу пожелать в первую очередь здоровья, еще раз здоровья, счастья, удачи в вашей жизни. И, честно говоря, я очень жалею, что сейчас ты напрямую не связан с ахалтекинской лошадью. И вот желаю тебе в ближайшее время
вернуться к твоему самому любимому делу, к ахалтекинскому коннотворству, чтобы ты мог использовать весь свой талант, все свои знания глубокие, которые у тебя, несомненно, есть. Я думаю, что если бы ты получил такую возможность, то ахалтекинская лошадь, в свою очередь, получила бы и новых прекрасных лошадей, и шанс на дальнейшее процветание. С днем рождения, Гильды Курбанович! Это был 91-й год. Была выставка в Москве. И вот вижу, что стоит Гильды. Я не знаю, почему я его узнала, я его не знала. Вероятно, такой красавец-мужчина стоит, все его окружили, все рот открыли, его слушают. Но я тогда была вообще, как сказать, совершенно, ну, даже не могла подойти рядом. Там Мычка стояла, ну, все известные заводчики Алабаев. Я стояла в стороне и слушала его. И вот что меня тогда потрясло. Во-первых, невероятный интеллект человека. Я поняла, вот то, что он говорит, это, ну, как вам сказать, наверное, истина в последней инстанции. И все, что он говорил, я все поняла и все усвоила. Но подходить к нему я не могла тогда. Ну, вот как-то это вот тоже решило очень мой выбор. Да, дорогой Гильды, как сказать, вы всех нас, женщин, особенно восхищаете своим оптимизмом, своим вот этим духом таким, который не дает нам ниже опускаться. Мы все равняемся на вас. Мы желаем вам всем процветания, здоровья на долгие годы. И дай Бог, чтобы у нас наше сотрудничество продолжалось. Это видеообращение посвящается юбилею замечательного человека, друга и наставника Гильды Курбановича Киргизова. Сильного, по-доброму одержимого и одаренного глубоким чувством к своей родине, Туркменистану, с глубоким чувством культуры и с чаяниями о своей родине и о ее культурном наследии, ценных качествах и истории. Где бы он ни находился, он всегда был мыслями и идеями о лучшем изменении и развитии того, чем бы он ни занимался. Мы знакомы с Гильдой Курбановичем Киргизовым в течение 33 лет. Нас свели с ним именно интерес по собакам. Его способность сконсолидировать и сделать из этого, чтобы это не было в собаке, в лошади, то есть какие бы ни были фэнтезии, даже в чаяния, то есть о стране, то есть в каком-то наследии, он всегда задумывался и задумывается, как это улучшить, как это воплотить. Его идеи всегда уникальны, глубоки и они продуктивны. Гильды Курбанович Киргизов один из немногих человек в Туркмении, специалист высокого класса, с очень глубоким чутьем и дальновидностью, который сумел, не обижая других, именно сконсолидировать, то есть и начать, то есть разведение, именно воплотить селекцию. Начиная с единичных собак, то есть о которых мы все знаем, черный экимен, Акбай-1, он воплотил и сделал линейное разведение, создав целую популяцию, причем очень многочисленную. Но важный момент в том, что несмотря ни на какие препоны, он сумел выявить и сделать очень значительную популяцию, то есть которой сейчас пользуются значительные селекционеры и в Туркменистане, и за ее пределами. В качестве примеров можно назвать Людмилу Фролинскую, то есть которая сейчас имеет поголовье, сосредоточенное у нее именно на основе тех собак, именно лучших представителей породы, то есть Алабай, которые были получены именно Гильдой Курбановичем Киргизовым. Никогда не было такого подхода, то есть как он был у Гильды Курбановича Киргизова.
Именно он явился инициатором на тот момент, на конец 80-х, он был индуктором идей. Понятно, что среднеазиатская овчарка уже была в России и была распространена. Он создал, то есть, идею максимального расширения этой породы на территории сопредельной с Туркменией. Как, кстати, то есть и касательно ахалтекинской лошади. Кто бы с ним не общался, все загорались идеей разводить и лошадей ахалтекинской породы, и заниматься алабаями. Многочисленные собаки, то есть, которые сейчас есть по территории в России, за рубежом, многие из них имеют крови собак Гильды Курбановича Киргизова. Подытоживая, редкий человек Гильды Курбанович Киргизов. Многие лета ему. Забота ему, его окружению. Пусть он всегда будет находиться в любви, в заботе и в тех идеях и их воплощениях, то есть коими у него были, есть и будут. Dear Geldi, this is Caroline Baldock here. And it is a great honour to be asked to join in the celebrations for your 70th birthday. Thanks to you, in your role as Minister of the Horse, I was invited out to Turkmenistan when you made contact with the Akhal-Teki Society of UK. Visiting your country and meeting your horses was one of the most impressionable moments of my life. I presented 2 papers and have now finished the thesis, thanks to you. You and your wonderful wife, Julia, were enchanting during our visit, and one could not but become deeply aware of your role in that society. I was horrified to hear you had been arrested. Your survival of imprisonment and torture
of banishment and disenfranchisement is a lesson to us all. Your courage is unshakable, your family the greatest support any man could have. But I have an endearing and special memory of you, standing on Epsom Downs, looking at a racehorse and saying to me, "An Akhal Teki." "Yes," I replied, "it is." Thank you, Geldi, for inviting me to your country and into your life. It has been a great honour, and may I wish you a very, very happy 70th birthday. Но я не могу поверить, что тебе скоро 7. Ну вот уже 70. Да. Мы душой все те же мальчишки. К сожалению, вот очень мало людей, у которых хочется чего-то спросить, у которых хочется узнать чье-то мнение. Гельды, ты из этих немногих, фактически на одной руке нет. Я не могу назвать людей, мнение которых важно для меня. Но твое мнение мне важно. Мне очень важно, что ты сохранил свою вот этот задор, молодость. И я тебе желаю здоровья, особенно в это нелегкое время. Каждый день должен доставлять радость. Вот этого я тебе желаю. Ну и, конечно, в окружении твоих близких, твоей семьи, твоих детей. Уважаемые гильдии, в канун твоего дня рождения хочется сказать несколько слов, которые приходят на ум в связи с тем, что я тебя знаю как выдающегося человека с нелегкой и трудной судьбой, который смог сохранить и донести всему миру правду и историю известного волкодава Черного Кемена и его сына Эрлена. Говоря о том, какие в жизни у тебя были приоритеты, можно рассуждать долго. Это были и кони, и сохранение Ахалтекинца, на который ты потратил очень много времени и поплатился своей нелегкой судьбой. Это и Алабаи, которые встретились тебе еще в детстве, но пришли к тебе как заводчику, как истинному любителю гораздо позже. Но, несмотря на это, ты сделал очень много для этого, потому что через твои руки прошла история, основы культурного, можно сказать, осознания предназначения этой породы и действий, которые ты предпринял для того, чтобы эта порода сохранилась в том исходном виде, как она должна быть, учитывая ее предназначение, функционал и рабочие качества, которые сейчас легли в основу идеологии настоящих собаководов, разводящих алабаев, и продолжает приоритетно присутствовать во всех работах, связанных с разведением настоящих животных, которые должны служить. Ильдый Курбанович, хочу поздравить вас с днем рождения. С этой значительной датой, юбилейной. Пожелать от всего сердца здоровья, счастья, удачи, самого-самого лучшего на земле, чтобы у вас всегда все это было, все ваши знакомые, друзья, родные были счастливы, только радовали вас. Конечно же, хочу пожелать, чтобы вы всегда оставались таким энергичным, активным, интересующимся человеком, который в своей жизни постоянно что-то создает, что-то созидает, учит, передает свой опыт и знания. За это вам огромная благодарность. Конечно, я желаю вам, чтобы вы не останавливались на достигнутом и продолжали популяризировать эти уникальные породы лошадей, собак, достояние Туркмении, ахалтекинская лошадь и, конечно, туркменский алабай. То, что вы являетесь основателем заводской работы с такой породы, как туркменский алабай, на ее исконных территориях обитания Туркмении,
создание одной из уникальных заводских линий Черного Якимена и формирование работы с этой линией, и, конечно, с потомками этой линии, уже как бы распространение этой линии за пределы Туркменистана. Конечно, хочу вам пожелать многие-многие лета для того, чтобы вы могли завершить работу по созданию экспертного центра пород Ахалтекинская лошадь и туркменский алабай. И делились с нами своей энергией, своими знаниями, своими опытом. Всего-всего самого наилучшего вам. До свидания. Adan yolu adan yolu